В Воркуте дорогу не поделили два автомобиля. Водитель «Лады» совершал правый поворот на улице Народной в поселке Северный. Не убедился в безопасности маневра и лоб-лоб столкнулся со встречным кроссовером. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил открытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Был госпитализирован. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он привлекался всего 9 раз. Однако за езду в нетрезвом виде он в сентябре 2023 года был лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев. Предварительно водитель «Лады» на момент столкновения вновь находился в изрядном подпитии. Его кровь уже отправили на экспертизу. Если вина 41-летнего мужчины подтвердится, избежать уголовного преследования за повторную езду в нетрезвом виде ему не удастся. Страшная авария под Ухтой унесла жизнь 71-летнего автолюбителя, на полосу которого выскочил внедорожник. Инцидент произошел утром на 339-м километре автодороги Сытывкар-Ухта. Предварительно столкновение двух машин произошло по вине автоледи, которая управляла Mitsubishi Pajero. Не справилась с рулевым управлением, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершила столкновение с автомашиной Hyundai Accent под управлением мужчины 71 года рождения, который двигался во встречном направлении со стороны города Сосногорска. В результате ДТП водитель автомашины Hyundai скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Предполагаемая виновница ДТП получила сотрясение головного мозга, ушиб ноги и была экстренно доставлена в больницу. По факту аварии, в которой погиб человек, возбуждено уголовное дело. Выезд на встречную полосу стал причиной еще одной аварии в Усть-Вымском районе. Молодой человек 2005 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21093, двигаясь по автодороге Сыктывкар-Ухта со стороны Сыктывкара в направлении Ухты, на 63-м километре данной автодороги, совершая обгон, в зоне действия знака «Обгон запрещен», выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Лада Ларгус». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель автомобиля ВАЗ, молодой человек 2005 года рождения, и пассажирка автомобиля ВАЗ, девушка 2001 года рождения. Силовики устанавливают обстоятельства еще одной крупной аварии, которая произошла под Сыктывкаром на федеральной трассе Вятка. На записи видно, один из автомобилей притормозил и пытался повернуть налево. На дороге моментально образовался затор. Одна из машин вывернула на обочину. Водителя кроссовера с 30-летним стажем эта ситуация, видимо, застала врасплох. Он задел попутное авто, а затем выехал на встречку и протаранил «Ладу» 14-й модели. Уклоняясь от столкновения, шофер лесовоза вывернул руль вправо и потерял управление. Произошло столкновение 4 транспортных средств. В результате данного столкновения автомобиль ВАЗ-2114 и грузовой автомобиль лесовоз «Скания» с полуприцепом совершили съезд в кювет. В результате данного съезда полуприцеп грузового автомобиля «Скания» совершил опрокидывание на автомобиль ВАЗ-2114. В результате чего в автомобиле ВАЗ-2114 было зажато 3 человека, в том числе один ребенок. Чудом не иначе можно назвать спасение всех пассажиров искореженной «Лады». Водитель от госпитализации отказался. Медицинская помощь понадобилась двум его пассажирам – 6-летнему мальчику и его 57-летней бабушке. Состояние ребенка стабильное, госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу. В данный момент его жизни ничего не угрожает, получает всю необходимую терапию. Состояние у него удовлетворительное, то есть у него был зафиксирован небольшой ушиб правого лучезапястного сустава и есть небольшой перелом латерального мыщелка левой голени. То есть там небольшое смещение есть, но в целом все удовлетворительно, то есть даже, скорее всего, обойдется без операции. По факту дорожного инцидента, в котором пострадали люди, проводится проверка. Вопрос о возбуждении уголовного дела зависит от тяжести полученных травм участниками ДТП.